Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Сердечно-сосудистый хирург – крайне ответственная профессия. Любая погрешность в работе может привести к необратимым последствиям. При этом болезни сердца и сосудов по-прежнему остаются наиболее распространенными заболеваниями в мире и по количеству летальных исходов занимают первое место. Более того, их число постоянно продолжает расти. О том, как избежать проблем с сердцем, о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, мы поговорим сегодня с сердечно-сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева Вячеславом Потаповым. Добрый вечер, Вячеслав Яковлевич. Добрый вечер. Вот немножко о профессии и вашей отдельно ветви – это ангиохирургия. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся с патологией сосудов, магистральных артерий и вен. Приобретенные, врожденные, в основном так. Это получается сонные артерии, брюшная аорта, магистральные артерии нижних конечностей, также варикозно расширенные венами нижних конечностей. То есть это те основные сосуды, по которым кровь как поступает, так и оттекает от наших основных жизненно важных органов. То есть капиллярами вы не занимаетесь? Капиллярами мы не занимаемся, да. Вот, я к тому, что какие есть еще специализации в сосудистой хирургии? В сосудистой хирургии, получается, флебология, да? Сама сосудистая хирургия, ангиохирургия, да? И в основном это все. Вот вы сами для себя почему выбрали именно этот путь? Ведь у нас в медицине направлений огромное количество, но это именно ангиохирургия. Чем она вас так привлекла? Вообще-то я хотел быть пилотом, но это не получилось, потому что я однажды травму получил, травму сосудов, и был госпитализирован в каком-то классе, 10-м, не помню, в сосудистой хирургии в медцентре, там же, где я сейчас работаю. Естественно, в ЛЭК я уже не мог пройти, да, получается, и решил заниматься патологией своей. Свою патологию все вылечил, получается, сам сосудистым хирургом был. И, получается, обратно вернулся там, где меня вылечили, на ноги поставили. Примерно так. То есть вот такое детское воспоминание и ситуация, которая возникла, она сподвигла в последующем выбрать сердечно-сосудистое направление. Но вот если описать среднестатистического пациента, который поступает в отделение ангиохирургии, кто он? Мужчина, женщина, возраст? Вот если на ваш пример, то вообще может быть и молодой человек. Если считать, в основном, конечно, пациенты где-то в возрасте, да, в среднем где-то 64-70 лет. В основном пациенты, которые страдают атеросклерозом артерий нижних конечностей, сонных артерий, брюшной аорты. Если считать молодых, то больше девушки, которые страдают варикозно расширенными венами нижних конечностей. Особенно это проявляется после беременностей, потому что некоторые не профилактируют, то есть чулки компрессионные во время беременности надо одевать, потому что когда беременная матка начинает давить на полую вену, получается, отток ухудшается, и если человек предрасположен к этому, то у них там варикоз появляется. И нагрузка вся. Да, и нагрузка все, да. Если считать молодых. И молодые еще врожденные патологии сосудами магистральных артерий и вен, примерно так. То есть не обязательно, что это люди пожилого возраста? Не обязательно. Вот спорт, да, если уж так затронуть, и та нагрузка, которая у нас идет на сердечно-сосудистую систему, может ли она привести человека в ваше отделение? Да, может привести. И в каких случаях? Да. Если человек занимается чрезмерным спортом, да, например, тяжелой атлетикой, да, либо занимался таким интенсивным, то есть тяжелым видом спорта, там же стенки сосудов повреждаются, постоянно нагрузка, и либо некоторые какие-то препараты принимают, да, чтобы либо культуристы, да, например, даже взять Арнольд Шварценеггер же есть, например, у него же, как понимаю, помню, протезировый аортальный клапан, то есть пороки развития
мышцы сердца гипертрофируются, увеличиваются в размере. Не только мышцы, там, конечность увеличивается, тело, да, и там же и сердце, там гипертрофия левого желудочка может быть, и клапанная нагрузка. Да. Ну и сами стенки, когда повреждается интима, там тоже наслаиваются вот эти бляшки атеросклеротические. Они еще там какое-то спортивное питание, да, которые могут быть и не очень хорошо влияет на сосуды. Ну, нарушается обмен Да, питания, в обмен результате питания, да, появляется. да. Потом некоторые просто резко бросают из-за чего какой-то болезни, да, и уже получается, то есть человек привык, то есть питаться так, да, и получается, он страдает потом ожирением, вот это все полностью, да, как бы, и, получается, нельзя переставать этим уже заниматься. То есть если человек резко остановил спорт, то начинает там набирать вес, то есть обмен веществ уже нарушается. Но если, конечно, нормально спорт, легкая атлетика, да, там ходьба особенно полезно, как бы. Это лучше, чем сидеть, малоподвижный образ жизни, да, лучше, чем курить, пить, да, вот все это. Мгм. Ну, примерно так. Вот как раз вопрос от зрителя. Есть проблемы с сердцем и сосудами, но человек очень любит баню. Мгм. Каков шанс столкнуться с проблемами со здоровьем, если не прекратить посещать баню? Так, если у него есть проблема уже там с сосудами, да, атеросклероз, есть проблемы с сердцем, это ишемическая болезнь сердца, то, например, если человек приходит в баню, получается обезвоживание, то есть вся влага из тела выходит, кровь сгущается, и это может привести к тромбозам, да. Тем более, когда человек в баню заходит, там у них повышается артериальное давление, учащается частота сердечных сокращений. Вот, и все это может привести, например, если у человека проблема с сонными артериями, да, или коронарными артериями, то есть это сосуды сердца, которые питают миокард. Вот, и они могут затромбироваться, будет инфаркт, будет инсульт. Если с ногами проблема, то там тромбоз, то будет острая ишемия нижней конечности, которая потребует экстренной операции. Мгм. Так вот. Поэтому лучше не усугублять. Не усугублять, да. А так вообще вот в баню кому бы вы порекомендовали бы наоборот ходить? Баню? Ну, легкая баня, в принципе, можно, но не такая. Там, некоторые же там вообще повышают там, температуру. Так, мне кажется, не стоит так. Ну вот если связать факторы риска Мгм. и непосредственно связанные с вашей профессией, ангиохирург, Мгм. какие есть? То есть, ну, понятно, по атеросклерозу это нарушение питания, Мгм. варикоз мы уже рассказали, это беременные. А вот еще какие трудности могут появиться и с чем они связаны? Когда развивается патология сосудов, Да-да-да. да? Ну, получается, малоподвижный образ жизни, да? Мгм. Вот. Ну, вредные привычки, ну, курение, алкоголь, вот. Вот по Проживание. тромбообразованию, например. По тромбообразованию. По тромбообразованию? Да, вот Ну, есть например, человек мало пьет воды, например, да? Мало пьет воды, вот тем более идет в баню, например, любит баню, и пьет мало воды. То есть кровь сгущается, то есть повышается риск тромбообразования, и получается тромбозы, острые тромбозы в любом месте. Мгм. То есть сосуд, который питает орган, тот орган уже будет страдать. То есть вне зависимости, это головной мозг, сердце, почки, поджелудочная железа, ну, все органы, да, там, руки, ноги, все остальное. Вот какой бы вы совет, возможно, сформулировали уникальный, исходя из того опыта, который есть, глядя на пациента? Не очень понял вопрос. Ну вот совет пациентам, что необходимо делать, чтобы не стать вашим клиентом. Вот исходя из того опыта, вот вы же Да. видели много Ага. людей. Ну, во-первых, полезна ходьба. Вот я вот начал замечать, вот в парках люди ходят, эти, скандинавская ходьба, да, вот скандинавская ходьба очень полезна, там, чем, 5 километров, 4 километра, да, вот, потреблять воду, да, в нормальном количестве, избегать обезвоживаний, так, ну, избавиться от вредных привычек, это понятно, ага. Почаще побывать в свежем воздухе, да. Если какой-то промышленный район, да, например, где добывают золото, там, алмазы, там, нефть добывают, либо вы работаете механиками, да, там, то есть вы непосредственно нефтепродуктами сталкиваетесь, да,
либо вы водитель-дальнобойщик, да, там, если не хотите страдать патологией сосудов, да, ну, надо избавляться. Ну, какое-то время можно поработать, ну, лучше от этого уйти, потому что неблагоприятные условия места проживания, то есть они очень сильно влияют. Например, же, получается, вот когда я в севере живу, в Верхоянском районе, да, там горная местность, и когда прилетаешь в Якутск, ты чувствуешь запах этот именно выхлопа. А когда прилетаешь вот в Батагай, ну, Верхоянский район, ты чувствуешь, ну, сразу выходишь с самолета и чувствуешь воздух, кислородом пахнет. А в Якутск прилетаешь, чувствуешь то, что вот этот, вот тоже сам думаешь, что может быть уйти. Может быть такое, да. Потому что все влияет. А вот если уже углубиться непосредственно в суть ангиохирургии, к вам поступает пациент, да? Разберем ситуацию с тем же самым варикозным расширением. Ага. Ваши действия, какую операцию вы проводите, каким образом она проводится, под местной анестезией, под общей, и на выходе что мы получаем? Ну, у нас, когда поступает, сначала они обследуются в нашей поликлинике, клиника консультативного отделя. Там сначала делают УЗИ вен нижней конечности, да, ФГДС делают, анализы подбирают, да, все эти посмотрят. И если нет противопоказаний, то к нам уже поступают, да. Вот. Потом мы обследуем, смотрим пациента, те же все эти анализы, там все. Уже потом, когда все принимаем пациента, приходит анестезиолог и решает, какую, ну, вместе с ним решаем, какую анестезию вводить. Чаще всего, конечно, у нас эндотрахеальный наркоз, то есть усыпляем пациента. Вот. Бывает спинномозговые анестезии, да? Бывают и местные, это когда малый объем операции. Вот. Ну, непосредственно, когда уже в операционном столе, обычно у нас называется операция комбинированная флебоктомия, то есть вену убираем. Это большая подкожная вена и его веточки, и бассейны малой подкожной вены. Вот, мы их полностью протокол рассказывать. Да, да, вот просто, чтобы люди понимали. Да, как у нас делается разрезами, да. Чаще, конечно, к нам поступают пациенты практически все запущенные, чаще всего, там уже когда появляются грозди винограда, да, хроническая венозная недостаточность второй-третьей степени. Вот. Но они после операции, конечно, ощущают вот это улучшение состояния. Потому что вот, когда вот расширяется вена, то есть клапаны не работают, вена застаивается, и у них уже там формируется уже темная кровь застойная. И когда в разрезах видишь, что у них там уже патология. И сами даже пациент отмечает там трофические изменения на коже. Да? Вот. Разрез полностью, эту большую подкожную вену полностью удаляем. Веточки отдельно тоже все вытаскиваем. И потом эластическое бинтование. Ну, послойное ушивание, в асептических условиях все это забинтовываем. Потом несколько часов находится в реанимации. Потом, если по стабилизации состояния, переводим в отделение и на следующий день выписываем. То есть, получается, как малоинвазивная операция считается. Ну, то есть, получается, вена просто удаляется, а да, вместо нее... Да, эта вена уже не рабочая, потому что клапаны не работают, эта вена уже как бы мешает жизни. То есть, если это не убрать, то будут трофические язвы, а если трофические язвы образуются, уже там противопоказания к операции. То есть, может быть, последующим некроз? Да, некроз. Вплоть до гангрены. Да. А ну хорошо, а теперь другая ситуация. Поступает человек с тромбом. С тромбом. Ну, у нас обычно, конечно, с тромбами не поступают. С тромбами поступает в ВРБ номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, да. Но бывает, конечно, застарелые тромбы тоже поступают. Если мы во время операции видим, делаем тромбэктомию. То есть в зависимости, где находится. То есть на ногах там от магистральных артерий убираем. Если сонная артерия, там, если тромб где-то застрял и не улетел дальше, да, то есть маленькая половина улетела в головной мозг, там человек инсульт получил, а там, где застряла, называется операция каротидная эндоартерэктомия, то есть в области шеи разрез, сонная артерия, и там все сонные артерии пережимаются, и этот тромб вытаскивается вместе с атеросклеротически измененной интимой. Вот. Ну, конечно, очень сложная операция, потому что
там все эти сосуды пережимаются, и человек тоже может, конечно, во время операции получить осложнение. Это конечно, не застрахован. Но если этот тромб этот не убрать, в дальнейшем еще хуже может быть произойти, потому что если она полетит дальше, закрывает эту внутреннюю сонную артерию, и если полностью закроется, он доходит до головного мозга, там уже невозможно дальше ничего делать, если она полностью закроется, эта сонная артерия. Ну и немного стентирования. Ага. Стентирование. Ну, стентирование... Как проходит, в каких условиях и при какие показания? Стентирование это, конечно, очень хорошо, потому что вот особенно хорошо, где сердце, миокард. То есть коронарная артерия, когда стентируют там, где не полностью закрыта коронарная артерия, то есть там стенозы называется, да, там 70-80%. Если есть возможность поставить стент, это очень хороший вариант, потому что ну, стентирование как получается? Сначала делают коронарографию, то есть через лучевую артерию заходит, либо через общую бедренную артерию заходит. Ну, то есть проводники заходят, вводят контрастное вещество. И смотрят, где... Да, где здесь. Заходит там проводник, делают баллонную ангиопластику, расширяется. Потом, если там может расширяться, то уже заходит уже стентом и полностью стабилизирует. То есть раскрывается стент и на таком уровне остается. Человек, в принципе, уже считается, то, что без стеноза. И сонных артериях тоже стентируют, особенно если с другой стороны закрыта сонная артерия, а с другой стороны, например, 80-90% поражения, да, и риск того, что во время пережатия же высокий будет, да, шунтом обойтись сложновато, потому что характер бляшки тоже бывает такой, то, что если ты шунт будешь вставлять, может быть такое, то, что отлететь может. Самый лучший вариант, если бляшка стабильная, то, конечно, стент поставить, то есть реваскуляризировать головной мозг. С артериями то же самое. Бывают такие случаи, когда с аорты отходят такие артерии, общеподвздошные артерии, да, и потом дальше, где бедренная артерия, да, например, у человека, например, окклюзия поверхностно-бедренной артерии, и, например, стеноз, то есть сужение артерии, общеподвздошной артерии где-то от 80%. Да? Есть показания к нашей операции, например, бедренно-подколенное шунтирование аутовеной, но в связи с тем, что выше этажом у него там поражение, но с другой стороны раскрывать брюхо и делать аортобифуркационное шунтирование, либо линейное шунтирование, да, это как бы травматическая операция получается. И если возможно обойтись стентированием, это очень хороший вариант, потому что человек сначала стентируется, то есть сосуд расширяется, кровоток уже магистральный по нему, и уже вторым этапом мы делаем бедренно-подколенное шунтирование, то результат очень хороший. Вот я почему спросил про такие основные, да, потому что хочется, чтобы наши зрители понимали, насколько медицина шагнула вперед, особенно в вашем направлении, с учетом открытия кардиососудистого центра в республике, появления телемедицинских консультаций. Вот на ваш взгляд, вы в профессии уже не первый год, насколько изменились вообще подходы вот за последние 10 лет хотя бы? Да, очень серьезно изменилось, потому что, во-первых, новые аппараты появились, там, вплоть до ниток, да, получается. Эндоваскулярная хирургия развилась, да, протезы хорошие, синтетические, метод диагностики улучшился, и опыт хирургов там больше стало, да, как бы. Если сравнивать 10 лет назад, да, с чем зашивали, и сейчас чем шьют, да, то, это надо, конечно, посмотреть, потому что там сложно сказать, то, что раньше скальпелем только резали, сейчас есть коагулятор, да, то есть электронож называется, например, и все сосуды раньше там ниточкой зашивали, а сейчас уже просто прижигаем как лазер. Вот. Кто мелкие сосуды кровоточат, они же мешают во время операции крови. Получается минимизация кровотечения во время операции и быстрота операции получается. Вот у нас хирургия не стоит на месте. Вот я и по своим коллегам, офтальмологам это хорошо вижу. Каждый раз что-то новое внедряется, так же, как у вас. Но мои коллеги всегда у кого-то учатся. Вот вы бы кого из хирургов хотели бы поучиться? То есть из других профессий? Не обязательно. Может быть, из сердечно-сосудистых, именитых. Вот кто для вас определенным является эталоном профессии?
Но если так подумать, например, я учился в этом федеральном центре Алмазова в Санкт-Петербурге. Там есть профессор, главный кардиохирург Санкт-Петербурга, Гордеев Михаил Леонидович. Вот. Было время, конечно, один раз даже он сам позвонил, говорит, надо нарисовать, ну, я хорошо рисую, вот, по пластике митрального клапана. То есть он запатентовал, как надо делать эту пластику. То есть он еще говорил, будем заниматься еще с расслаивающей аневризмой грудной аорты, да. То есть вот эта тактика очень хорошо. Он, во-первых, очень быстро оперирует и как бы опыт наработанный, и везде стажировку проходит, и как бы с ним, конечно, или к нам бы приезжал бы, да, он бы не против был бы. Ясно. Да. Ну, если я вот раз с Санкт-Петербурга сам позвонил, это же, в принципе, что-то говорит, получается. Надо пригласить. Что вы думаете о телемедицине? Вот в вашем случае она и является Телемедицина? активной? Телемедицина, да. Очень хорошо, потому что бывает из дальних районов, да, получается, если человек чем-то заболел, непонятно чем, да, вот, мы с ними советуемся, то есть тактика лечения, да, если видим то, что надо к нам отправлять, то мы отправляем письма, то есть, ну, телемедицина, да, сразу, и санавиация сразу прилетает к нам, да, если нет показаний экстренной операции и возможно в условиях их по нашим рекомендациям, да, с нашей патологией можем порекомендовать, то, в принципе, нет необходимости просто так прилетать, например, да, то есть это же все-таки финансово тоже играет роль. Например, если вот у человека произошел, например, да, инсульт, да, они же не знают, из-за чего произошел инсульт. Мы советуем, например, если у них есть возможность УЗИ сделать сонных артерий, они сделают УЗИ сонных артерий, посмотрят, и скажем то, что у них стенозы небольшие, то есть приезжать смысла нету, потому что операция уже не будет сделана, потому что стенозов-то таковых нету. То есть получается, у человека инсульт произошел как бы кардиоэмболический вариант, то есть бывает у людей нарушение ритма сердца, это фибрилляция предсердий, да, то есть любые нарушения ритма с расширением полостей сердца, да, предсердий, то там образуются тромбы и могут лететь прямо в этот головной мозг, и либо там где-то какая-то инфекция была, полетела, да, как бы. То есть мы можем скоординировать, либо человек, если сохраняется нарушение ритма сердца, да, там есть возможность установить электрокардиостимулятор, да, то есть то можно в кардиохирургию посоветоваться, да, и кардиохирурги смотрят по этим данным, и говорят, если у вас возможность холтера не могут сделать, если нет возможности уже к нам приезжать планово, либо сразу приезжать, если там видят то, что вот серьезная патология. Вот, в принципе, в этом суть получается. Вот как раз про атеросклероз хотелось бы еще затронуть тему, потому что ну, очень много людей страдают этой патологией, особенно кто не обследуется регулярно, и потом уже сюрпризы выскакивают на обследование. Вот что это такое и каким образом проводить профилактику этого заболевания? Так, атеросклероз. Ну, это жировое отложение в стенках сосудов, да. Есть люди, предрасположенные к атеросклерозу, есть люди, которые там не предрасположены, но ведут себя нездоровый образ жизни. Там обратно возвращаемся к этому. Вот. Там, получается, например, если предупреждать, да, надо сдавать биохимический анализ крови в полном объеме. То есть там холестерин, да, не только холестерин брать, анализ крови, и липопротеины, да, то есть высокой плотности, низкой плотности, очень низкой плотности, триглицериды, например, да. Например, если у человека, ну, для человека же нужен холестерин, да, ну, холестерин в норме, но липопротеины низкой плотности очень высокие, то это получается как бы не очень хороший холестерин, да, он, наоборот, откладывает в сосудах холестерин, да, а если у человека есть с рождения, например, высокий уровень липопротеидов высокой плотности, да, они, наоборот, очищают сосуды, как считается, вот, то можем посмотреть по анализам и скорректировать терапию, например. Для этого есть такие препараты, как статины, то есть аторвастатин, розовостатин, да.
и скоррегировать терапию. То, например, если у человека там холестерин очень высокий, там, например, да, 8, 9, 10 может быть, да, холестерин, аторвостатина начинаем давать в минимальных дозах, да, потом увеличиваем дозировку, чтобы холестерин снижался, и непосредственно, конечно, диету соблюдать, как бы. Если, конечно, человек диету не соблюдает, конечно, хоть и большие дозы от статинов, она, конечно, не поможет. Тем более, еще надо смотреть не только, конечно, вот холестерин, липопротеиды, надо смотреть и саму патологию печени, да, то есть в печени тоже они формируются, да. Если человек регулярно употреблял алкоголь, и у него там получается жировой гепатоз, да, стеатоз, вот, то тоже это сильно влияет на отложение холестериновых бляшек в интиме сосудов. Вот. Ну, регулярно, раз в год лучше делать уже с возрастом, да, от 40 лет начиная, где регулярно делать УЗИ сосудов, то есть УЗИ артерий нижних конечностей, УЗИ брюшной аорты, сонных артерий, делать холтеровское монтирование ЭКГ, да, малоинвазивными методами. То есть холтер увидит, есть ли у человека ишемические проявления сердца, по сосудам узнаем, есть ли уже начальные стадии атеросклероза. Да? Если заранее это все предупредить, человека посадить на это лекарство, на терапию, да? На хорошую диету, так, что еще? Ну, и образ жизни поменять, то, в принципе, можно и предупредить это образование патологии сосудов, ну, именно атеросклероза. Примерно так. Но все-таки диагностика его как считается? Ну, диагностика. Ну, во-первых, делается УЗИ. Ну, обычно, когда к нам приходят пациенты, они уже полностью с патологией приходят, то есть хроническая ишемия чего-то, да, то есть головного мозга, нижних конечностей, да. Они приходят, и сначала, конечно, осматриваем пациента, осмотр, объективный статус, пальпация, то есть смотрим пульсации, да, где есть, где нет, например. Можно даже сразу узнать, например, если у человека нога болит, определяем пульсации по всем, где доступных местах, да. И если нет пульсации, сразу же отправляем на УЗИ артерии нижней конечности, не вен нижней. Бывает такое, что на вен отправляют. Ну, на артерии надо смотреть. Вот. И там уже сразу выявляются стенозы, то есть кровоток у них магистральный, коллатеральный, да, то есть стенозы там процентных соотношения. И если вот увидели стеноз, значимый стеноз гемодинамический, то есть выше 60% чаще всего, то мы предлагаем госпитализацию к нам для проведения ангиографического исследования. То есть это как коронарография, то же самое, то есть ангиографическое исследование. И мы обычно смотрим сразу сонные артерии, если есть поражение сонных артерий, да, тоже сразу УЗИ делаем, потому что если с ногами проблема, обычно и бывает проблема с сонными артериями. Но просто человек, мозг-то не болит, мозг начинает болеть, когда инсульт происходит или головокружение, да, а нога-то болит, когда человек ходит, начинает перемежающая хромота, сжимающие, давящие боли в мышцах. И они обычно в основном этим патологиям приходят. И мы сразу же смотрим УЗИ, вот, и кардиолога показываем, и к нам уже поступают, и если показания, и смотрим, и сразу делаем коронарографию, ангиографию сонных артерий, ангиографию брюшной аорты и артерии нижних конечностей. И там нам уже отправляют снимочки, мы на видеоснимке смотрим, где там что поражено, надо ли оперировать, каким методом оперировать, можно ли обойтись эндоваскулярной коррекцией, либо только хирургическим методом, да, получается. И, конечно, бывают у пациентов вопросы, вот я пришел с ногами, а меня сонную артерию оперируют. Почему, говорят? Меня голова-то не беспокоит. Чаще всего бывает так, что с ногами терпит, да, то есть сонная артерия там 90%, но они не отмечают. Но вот когда закроется, будет инсульт обширный, все. Там другая половина, которая питает мозг. Либо сердцем, да, как бы человек ходит 100 метров, отдыхает, потом еще пошел 100 метров и отдыхает, да. И он как бы нагрузку-то на сердце не дает.
То есть то же самое, там, видим там 90% поражения, сразу отправляем на стентирование, если есть возможность, чтобы не делать большие операции, как мамаро-коронарное шунтирование, аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. То есть это же такие большие операции, травматические операции. Лучше там малоинвазивным, лучше сначала обойтись, чем этот. А потом уже разбираемся с ногами. Но это уже поэтапно, потому что сразу-то нельзя человека брать на операцию, когда полностью не восстановится. Ну, вот такой запоминающийся случай из практики. Есть Из такие практики, яркие? ну, самое такое запомнишься, когда я обучался, когда я в интернатуру проходил, это в Санкт-Петербурге, в Мариинской больнице поступил пациент, который подорвался на гранате. То отец принес гранату, хотел показать, как разбирать. Он пьяный был, уронил случайно, потом спасая жизнь своего сына. Ну, сыну где-то 25 лет было. Сам лег в гранату, там, сам, конечно, на месте умер, а сыну там конечности, правую конечность практически оторвало, да? Ранением глаз, сердца, легких, кишечника, печени. И там такая бригада была, там то, что все пришли. Офтальмохирурги пришли, кардиохирурги пришли, торакоабдоминальные хирурги, мы сосудистые хирурги, травматологи пришли. И человека полностью ушили. То есть через месяц он здоровенький ушел. Вот самое, это же чудо, на самом деле. То есть человек, в принципе, если бы другой ситуации был бы, он, конечно, уже остался бы, конечно, без глаз, без ноги остался бы, может быть, даже ушел бы на тот свет, если там еще кардиохирурги не То есть и пришли. ногу вернули, что ли, на место? Да, все ушили. Все артерии, вены, нервы пришли. Еще нейрохирург приходил, нервы пришивали. Там. И этот металлосвязница сделали, травматом. Ну, все поэтапно сделали. Это была вещь. Удивительно было. Вот это, конечно, меня запомнилось. Я всем, бывает, рассказываю своим близким. Через месяц мы этого человека выписали. Еще и за месяц восстановился, вот эта Да, реабилитация. да, это вообще жестко было. Ну, хороший результат. Ну, хочется пожелать, чтобы таких случаев было все-таки меньше. Да. Было больше тех людей, которые своевременно обращаются к вам для того, чтобы минимизировать и риски постоперационных осложнений. Хотелось бы поблагодарить, что сегодня пришли и нашли время в нашу студию. Мы поговорили сегодня с нашим гостем, а у нас в гостях был Вячеслав Яковлевич Потапов, врач-сосудистый хирург Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Говорили мы о проблемах, связанных с сердечно-сосудистой хирургией, о том, как необходимо не допустить этого, зачем следить, какие анализы своевременно сдавать, какой тип питания соблюдать для того, чтобы в последующем не попасть на хирургический стол. Еще раз спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». Встречаемся с вами по будням в 19 часов 15 минут и рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья. До свидания.